В дни зимних каникул Русский драматический театр имени Пушкина готовит для детей и взрослых сказку о бесстрашной девочке Элли из Канзаса. Премьера сказки «Волшебник изумрудного города» состоится уже завтра, 27 декабря. Наш корреспондент Полина Долинская сейчас на связи с нами. Она сейчас на генеральном прогоне. Полина, здравствуй, расскажи, что готовят для нас артисты Русского театра. Здравствуй, Василий. В новогодние каникулы артисты Русского драматического театра имени Пушкина готовят для всех гостей и жителей города Якутска сказку Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Это история о непростых приключениях бесстрашной девочки Элли из Канзаса и ее верного друга Татошки. Только что закончился генеральный прогон первой группы, и следом работники сцены сейчас настраивают ее на следующий прогон. Совсем скоро здесь появится вторая группа. Но перед этим, перед началом прогона, нам все-таки удалось пообщаться с режиссером-постановщиком сказки Людмилой Манониной-Петрович. И вот что она нам рассказала. Мне бы хотелось, чтобы эта история, она оказалась интересна и детям, и взрослым. Это спектакль для семейного просмотра. И я надеюсь, что благодаря этому спектаклю многие взрослые могут вернуться в свое детство. Потому что эта история, волшебная страна – это страна детства. И у нас есть шанс попасть в нее, как минимум попав на этот спектакль. Я не хочу открывать все секреты спектакля, но волшебная страна – это страна воображения. Когда ребенок берет коробок и говорит, что это машинка, он верит, что это машинка. Или когда берет палочку и говорит, что это принцесса, он верит, что это принцесса. И вот такое яркое, такое живое воображение, которое, мне кажется, оно делает нашу жизнь ярче. И вот то волшебство, которое происходит благодаря этому, мне бы очень хотелось, чтобы в жизни наших зрителей это случилось. Сказка «Волшебник изумрудного города» – это сказка для семейного просмотра. Открыть для себя что-то новое смогут не только дети, но и взрослые. Исполнительница роли главной героини Элли Елена Сулак рассказала нам, как эта роль изменила ее. У нас получилась нетипичная детская сказка, и в работе над этим спектаклем я собрала материал свой какой-то внутренний, который, наверное, помогает укорениться, уплотнить свою внутреннюю силу, помогает не сдаваться ни в каких ситуациях и идти к своей цели. Премьера состоится уже завтра, 27 декабря, и все жители и гости нашей столицы смогут увидеть ее до 11 января. На этом у меня все. Василий, передаю тебе слово. Да, Полина, спасибо за информацию.